12 декабря отмечается День Конституции России. Это основной закон, который приняли на всенародном референдуме в этот день в 1993 году. Важный государственный праздник, который символизирует основы правового государства и гарантию прав и свобод граждан. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Хайдар Валеев, председатель Конституционного совета в Республике Башкортостан. Хайдар Арсланович, здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим о главном, наверное, документе. Это Конституция как России, так и Республики Башкортостан. Насколько значим этот закон? Да, прежде всего я хотел также, воспользуясь моментом, поздравить всех наших жителей Российской Федерации, Республики Башкортостан с наступающими данными мероприятиями Конституции Российской Федерации 12 декабря и 24 декабря Днем Конституции Республики Башкортостан. Естественно, это наши основные законы, основополагающие документы, на основании которых живет наше государство, живет наша республика, как суверенитетный субъект Российской Федерации. Вот поэтому, хотя эти дни, может быть, у нас не красные дни календаря, но тем не менее наше общество, наши граждане всегда о этих датах помнят и его проводят на должном уровне как праздники. Ну и давайте будем откровенны. Конституция это тоже это закон, но время меняется, жизнь меняется, время идет, и необходимо вносить изменения. Вот с последних правок, которые были внесены, прошло 5 лет. Насколько они были важны, насколько актуальны? Да, как мы все знаем, после всенародного голосования были внесены серьезные поправки к Конституции Российской Федерации в 2020 году. Их было более 200 поправок. И тут касается социально-экономического развития нашей страны, политических вопросов, касающихся того же полномочий нашего президента Российской Федерации, нашего парламента, Госдумы Российской Федерации, Совет Федерации, как говорится, и другие многие социально-экономические вопросы. Но я здесь коснулся бы, конечно, касающихся непосредственно нас, судебные вопросы. На уровне Российской Федерации в данной Конституции были внесены изменения, что в субъектах Российской Федерации упраздняются конституционные уставные суды субъектов Российской Федерации. И на основании федерального закона субъектам разрешалось создавать при парламентах своих субъектов конституционные уставные советы этих субъектов. Об этом говорил в своем выступлении и президент страны Владимир Владимирович Путин на те вопросы, которые звучали с уст руководителей субъектов о необходимости создания таких органов. Тогда он ответил, что действительно, если это орган эффективно, в принципе, их возможно создавать на территории субъектов для того, чтобы их использовать для контроля основного закона субъекта Российской Федерации. Чем воспользовалась наша республика? Вот с инициативы нашего руководителя субъекта Радифа Фарича Хабирова в Республике Башкортостан был создан такой орган, так называемый Конституционный совет Республики Башкортостан. И он начал свою деятельность с 1 января 2023 года. Что сделано вот за эти 2 года, может быть? Да, вот за эти годы, прежде всего, я хочу сказать, данный орган, какие у него полномочия. Полномочия у нас, основные полномочия, это контроль за Конституцией Республики Башкортостан. Все те нормативные правовые акты, законы и другие документы, которые принимаются на территории Республики Башкортостан, они должны соответствовать Конституции Республики Башкортостан, основному закону. И мы являемся контролирующим органом, который должны вот все это соблюсти. Но есть и другие полномочия. Одним из них является у нас единственный из всех субъектов, которым сегодня имеются конституционные советы, мы имеем право законодательной инициативы. Тем мы и воспользовались. У нас в этом году мы приняли по нашей инициативе с поддержкой Комитета Госсобрания Курултая Республики Башкортостан закон о правовом информировании, правовом просвещении. Вот это тоже очень важный документ, мы считаем, и по нему мы, наверное, как-то в ближайшее время с вами еще обсудим. Также у нас есть полномочия пропаганда конституционных ценностей. О чем это говорит? Говорит о том, что мы в обществе, где мы живем, и в Российской Федерации как государство, как и Республика как субъект Российской Федерации, живем мы на базе
основного закона Конституции Российской Федерации Республики Башкортостан. И мы должны довести до наших граждан, до наших людей, что такое Конституция, какие у него статьи, какие права и обязанности у наших граждан. Потому что зачастую бывает, наши люди знают свои только права, а обязанности забывают. Вот мы об этом тоже напоминаем. Но, естественно, много-много других вопросов статьи Конституции. Вот сейчас мы уже парламентом, уже следующая наша законодательная инициатива по мониторингу статьи Конституции Республики Башкортостан. О чем это говорит? О том, что мы, анализируя статьи Конституции, мы также анализируем вот на основании этой статьи, какие законы приняты для реализации в Республике Башкортостан. И совместно с депутатским корпусом мы хотим анализировать, как принятый закон работает, эффективен ли он, работает ли он, если он где-то, может быть, надо дополнить, где-то может изменить, а может он спящий характер сегодня имеет. Закон принят, но он не работает, да? А мы все законы же принимаем для того, чтобы он помогал обществу, чтобы как-то где-то в каком-то направлении было развитие. Но вот в этом плане мы думаем, что наши коллеги, депутаты Госсобрания Курултая, декабрьской сессии парламента, наверное, скорее всего, его примут уже, и с 1 января 2026 года мы на территории республики начнем этим тоже заниматься. Вот такие моменты. Какие правки, как оцените правки, которые были внесены в Конституцию Республики Башкортостан в 2025 году? Да, все эти поправки были внесены на основании изменений в Конституции Российской Федерации. Естественно, как я уже вначале говорил, более 200 поправок было. Но, естественно, это в субъекте нашей Конституции тоже были внесены изменения. Но если сказать о 2025 году, тоже были внесены изменения, которые касаются полномочий главы республики, полномочий нашего парламента и другие. Хайдар Арсланович, вот вы говорили о том, что вы очень плотно работаете с депутатским корпусом, да, что вполне логично, с парламентом. А есть ли такая возможность, например, у жителей республики обратиться в Конституционный совет? Есть какая-то такая обратная связь? Вот я об этом тоже хотел сказать. Спасибо за вопрос. Действительно, воспользуясь этим экраном, этой возможностью, я хочу довести до наших граждан. Прежде чем по каким-то вопросам обращаться, надо сначала посмотреть на сайте полномочий Конституционного совета. Потому что, вот я уже сказал, 1 января 2023 года мы начали свою деятельность, и первые же месяцы нам очень много поступили обращений. Естественно, появился новый орган, и тем более конституционным, словом Конституционный совет, да, многозначный. Поэтому люди начали нерешаемые свои проблемы во всех инстанциях, они начали обращаться к нам. Очень было поток много. Но, естественно, не все эти вопросы относились для решения нашими полномочиями. Но, тем не менее, мы их резко не отвечали, старались с ними выйти на контакт, подсказывать, какие органы эти вопросы решают. Сами созванивались с этими органами, чтобы решить данный вопрос. Поэтому вот в этих вопросах, естественно, люди должны знать, куда обращаются и по каким вопросам обращаются. Потому что не все органы возможность имеют все вопросы решать. Вот к нам обычно приходят нарушение конституционных прав и обязанностей гражданина. Вот эти вопросы мы должны рассматривать. И в этих вопросах они спокойно могут обратиться к нам. Они знают наш адрес, у нас есть свой сайт, и на основании которого можно всегда обращаться. Есть обращающиеся вопросы. И вот сегодня мы уже работаем по нескольким обращениям. Поэтому мы всегда в услугах нашего населения, наших граждан, они спокойно могут обратиться. Но единственное, как я уже вначале говорил, сначала надо понимать, по каким вопросам можно обратиться в этот орган. Хайдар Арсланович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Может быть, есть что-то добавить в целом в такой день, когда День Конституции. Вы правильно подметили, может быть, не все жители республики знают о том, что 12 декабря отмечается это День Конституции, но всем бы следовало знать этот закон, этот документ. Да, я несколько слов хочу поблагодарить вас, прежде всего, журналистов, потому что вы своим вот этими интервью, другими мероприятиями, вы нас связываете с нашим населением. Потому что, я уже сказал, один из наших полномочий – это пропаганда конституционных ценностей. И мы с вами должны понимать, общество, которое живет, должен иметь свой, наверное, основной закон, на базе которого мы организуем свою жизнь, живем этой жизнью.
И некоторые наши граждане не всегда понимают, не только граждане, даже руководитель не понимает, что такое основной закон, какие статьи этого закона, как ему пользоваться. Поэтому одним из наших направлений как раз мы этим и занимаемся. Занимаемся даже вплоть даже общеобразовательных школ, детьми даже занимаемся, проводим всякие викторины, конкурсы. 11 декабря мы провели на базе Национальной библиотеки круглый стол, посвященный столетию принятия первой Конституции Республики Башкортостан, который был принят в марте месяце 1925 году. Вот на базе этой Конституции мы проводим круглый стол с приглашением заинтересованных людей, и также мы приглашаем студентов 3 юридических вузов республики. Они создают команды, которые будут работать и отвечать на вопросы на эти викторины. Тем самым привлекаем мы молодых людей, детей, школьников, изучению нашего основного закона. Исторические предпосылки, как был принят первая Конституция основного закона республики и последующим. Насколько сильно отличается Конституция столетней давности от нынешней? Ну, естественно, жизнь меняется. Меняется и основной закон и Конституция. В то время были одни задачи, сегодня совершенно уже другие задачи. Я уже с вами в начале нашего разговора говорили, что 5-летнем уже сроки изменения некоторых моментов. Поэтому жизнь меняется, и Конституция тоже меняется. Он не стоит на одном месте. Спасибо огромное. Вам спасибо. Это была программа интервью. На наши вопросы отвечал Хайдар Валеев, председатель Конституционного совета Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.